Здравствуйте. Я очень рада вас видеть и быть здесь. Черный экран. Для того, чтобы мы сейчас сделали такой глубокий вдох и выдох, и немножечко на секунду погрузились в ощущение своего тела. Я бы хотела, чтобы вы сейчас изнутри своего тела почувствовали свои ощущения от глобального потепления или загрязнения окружающей среды. Повышение уровня мирового океана. Изменение климата. У меня лично появляется какое-то такое ощущение сжатия. Неприятное, некомфортное чувство усталости и нежелания об этом думать. И оно вполне понятно. Я исследовала себя и думаю, что именно из-за того, что сейчас и так есть о чем думать, не хочется еще и об этом. Давайте вот признаемся честно. Сегодня, просыпаясь с утра, хочется открыть новости и увидеть, что за ночь ничего не произошло. Просто вот все как ехало, так и едет. Этого достаточно. Не надо хороших новостей, просто чтобы не было плохих. Но при этом вот мы в этом режиме выживания, но почему-то у нас все равно где-то на подкорке мы испортили планету. Мы загрязняем окружающую среду. Давайте поменьше потребляйте, поменьше покупайте, ограничивайте себя. Да вообще, поменьше места лучше занимайте на этой планете, в принципе, потому что мы ее испортили. И получается, что это рождает только два основных чувства – вина и стыд. И вот в этих двух чувствах мы должны как-то жить эту жизнь. Хотя, с другой стороны, я верю, что в человеке есть заложенная функция такая нашей природы, что мы хотим развиваться, мы хотим создавать, мы хотим жить в красивом месте, мы хотим дышать чистым воздухом, мы хотим ездить вот в чистый лес или на чистое море. Это какая-то базовая просто человеческая функция, и она очень живая, она очень простая. И что же получается? У нас есть вина и стыд, и желание создавать. По-моему, это конфликт внутренний. Что же мы с ним делаем? Мы же обязательно должны с ним что-то делать. Мне кажется, что есть такая вот пилюля. Очень распространенная тактика «действуй локально, мысли глобально». Классная тактика. Нас, людей, очень много на планете. Каждый делает какое-то маленькое рутинное действие. Например, сортирует мусор. И так как нас очень много, то это все вызывает глобальные изменения и влияет на всю систему. Но поработав в ландшафтном урбанизме, с большими инфраструктурными проектами, в градостроительстве, я поняла, что иногда получаются какие-то совершенно не те результаты, которых мы ожидаем. Иногда даже очень странные примеры. Я недавно была в Лондонской галерее искусства. Там выставляется классная дизайнерская мебель из переработанного пластика. И я была очень удивлена, поговорив с владельцами этой галереи, что этот пластик, эту мебель, они производят в Индонезии, а этот пластик в Индонезии появляется из Британии. То есть британцы сортируют мусор, потом сортированный пластик грузится на контейнеры, и они платят деньги индонезийцам для того, чтобы они забирали их контейнеры с пластиком. А там эти креативные люди делают из этого классную, красивую дизайнерскую мебель и привозят обратно британцам. Мне кажется, в виде объектов дизайна. Мне кажется, вот когда я стала смотреть на такие примеры, я в какой-то момент задумалась: стоп, подождите, это точно так работает, как мы себе представляем? При этом я знаю, что бывают другие примеры. Опять же, из моей практики, профессиональной деятельности, я точно знаю, что вот есть практики ландшафтного урбанизма, которые как-то в корне поменяли наше отношение к ландшафтным проектам, инфраструктурным проектам. Раньше, в 20 веке, может быть, вы сейчас даже вспомните какие-то отголоски из своих воспоминаний, было очень модно подчинять природу. Человек – венец природы,
И когда мы создавали свою инфраструктуру, нам нужно было построить дамбы, перекрывать русла рек, нам нужно было осушать болота, переворачивать реки вспять. То есть мы как бы создавали свою инфраструктуру вопреки природе, и контролируя ее как будто бы. Но природа — это естественный динамический процесс, который течет независимо от того, хотим мы его контролировать, не хотим мы его контролировать. Он просто есть. И поэтому через много лет мы получали последствия, которые нужно теперь исправлять. И я точно знаю, что уже есть примеры из нашей практики, где мы восстанавливаем русло рек, мы разрушаем старые дамбы, и мы создаем вместе с природой. То есть мы даже используем силы природы для того, чтобы возводить человеческую инфраструктуру, которая создается вместе с природными процессами. И это очень красиво, а главное, что это работает. И я стала думать, хорошо, мы так действуем с ландшафтными проектами, везде ли мы уже внедряем такие практики? Потому что я как-то воодушевилась и представила себе, что, наверное, во всех отраслях происходят подобные изменения. И тут мне попалась на глаза вот эта карта, которая меня очень сильно впечатлила. Посмотрите внимательно. Белые места на этой карте — это нетронутые природные земли. Черная — это инфраструктура, которую создал человек. То есть это место, которое мы занимаем на этой планете. Колоссально, на мой взгляд. А вот эти точечки оранжевые — это города. Это места с наибольшим скоплением населения. Соответственно, 4% территории Земли — это там, где мы живем, по сути, а 70% — это та территория, которую эти города содержат. Это колоссальное пространство на планете, которое мы занимаем. Чтобы мы жили вот в таких городах, как мы сегодня живем, вот в этой среде, в таком пространстве, так, как нам удобно. А вот это территория, которую занимает производство еды. То есть для того, чтобы мы ели, нам нужно вот такое количество территорий на планете. И получается, что, казалось бы, еда нужна нам каждый день. Это абсолютно необходимый рутинный процесс. Мы каждый день должны что-то есть. И я сама, честно, должна готовить там каждый день, как хозяйка. Вот. И, соответственно, иногда мне ужасно скучно, и я там спрашиваю поисковика, что приготовить, когда лень. Это все понятно. Для нас это просто обыденность и рутина. Но эта обыденность и рутина колоссальным образом каждый день изменяет территорию нашей планеты. Просто задумайтесь об этом. Я задумалась. И я задумалась очень крепко. А все ли виды еды одинаково вредны для планеты? И тут так получилось, что у меня появилась возможность работать с фермами, которые занимаются производством мидий в Италии, в Нидерландах. И я поехала туда посмотреть, как это работает, познакомиться с владельцами, как бы войти внутрь структуры. И это была очень классная возможность, потому что я была поражена, узнав, что мидии — это, оказывается, уникальный продукт. Во-первых, они не требуют никаких подкормок, никаких антибиотиков, ничего такого, что, например, в рыбной промышленности. То есть они просто растут. Их нужно посадить и собрать. Больше ничего, в промежутке просто не мешать. Кроме того, они не то чтобы не ухудшают окружающую среду, когда растут, они ее улучшают. Они накапливают тот самый знаменитый СО2, который мы тут все подсчитываем старательно и накапливаем как можем. Они его накапливают и так и содержат в ракушках. Они собирают азот и очищают воду, очень сильно фильтруют. Опять же, азот — это большая тема, особенно в Европе, потому что нужно строить новое строительство, архитектура, огромные выбросы, не архитектура, а строительство, огромные выбросы азота производит, и азотный кризис. Мидии могут быть решением для такого кризиса, оказывается. Кроме того, они еще восстанавливают биоразнообразие. То есть, например, если есть выжженное море, в котором ничего не растет, можно туда посадить мидии, и через какое-то время там восстановится биоразнообразие. И там будет вполне живая территория. То есть получается, что когда они растут, они улучшают окружающую среду, а потом они приходят нам на стол. И это, опять же,
очень богатая микроэлементами, витаминами, всяческими веществами, которые нужны человеческому телу, продукт. Я понимаю, что не всем нравится вкус, а многих даже пугает вид. Но это тоже решаемо, потому что есть на самом деле куча рецептов и культурных ритуалов, благодаря которым это можно решить. А мало того, там огромное количество протеина, даже больше, чем в курице. А потом, когда мы их съели, остаются ракушки. Из этих ракушек можно строить новую инфраструктуру. Это строительный материал. И, кстати, в этом строительном материале все еще содержится СО2 и азот. Поэтому мне стало казаться, что вот это уникальный совершенно момент. Это еда, которая ведет себя как инфраструктура. Давайте сейчас откатимся в самое начало и подумаем еще раз. А что если повышение уровня мирового океана – это на самом деле не проблема, а это возможность для новой инфраструктуры? Например, для аквакультуры, для ферм на воде, для новой архитектуры, для нового дизайна среды, для новой культуры еды. Давайте представим себе на секунду. Ни дамбы, запреты, ни борьба с последствиями, а рестораны на воде, новые материалы, новые уникальные объекты дизайна. Потому что мне кажется, что адаптация – это не про выживание. Я думаю, что адаптация – это про дизайн. Адаптация как акт дизайна. Спасибо вам большое.